Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. Это праздник настоящих героев, спасателей, первые, кто спешит на помощь ко всем, кто попал в беду в результате чрезвычайной ситуации. Гость студии сегодня Алексей Бублей, спасатель 2 класса поисково-спасательного отряда «Арктический» Главного управления МЧС России по Якутии. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот когда появилась первая поисково-спасательная группа, ну и кто до этого занимался спасением людей? Первая поисково-спасательная группа берет свое начало от исчисления от 27 декабря 1990 года. То есть тогда Советом Министров было принято решение о создании Российского корпуса спасателей. И, соответственно, вот оттуда уже и пошел весь, так сказать, маховик поисково-спасательной службы по всей уже непосредственно у нас России, по территории всей России. До этого спасением людей и помощью по предотвращению всеразличных бедствий занимались простые люди, туристы, например, те же самые, да, это люди, те, кто ходил там в походы, то есть у них есть определенные навыки, то есть выживание в лесу, знание горно-таежной местности, того же самого, допустим, ориентирования в горно-таежной местности. И элементарное знание веревок, например, альпинистской подготовки какой-то. То же самое и считается, если при утопании, например, людей. Также звали аквалангистов, существовали такие, так сказать, кружки, да? Оттуда людей уже привлекали непосредственно, чтобы, для помощи, в общем, просто населению, людям. Как организована, да, работа спасателей сегодня? То есть, понятно, уже прошло более 20 лет. Вот как сегодня организована работа спасателей, вот есть какие-то регламентные работы, как часто проходите учения? Получается, по работе спасателей, конечно, уже колоссальное отличие, если брать 90-й год, да, соответственно, все модернизируется, также использование уже тех же самых, например, топографических карт, грубо говоря, немного отходит уже на второй план, потому что, 21 век, использование уже GPS-систем, беспилотных летательных аппаратов, если имеется их наличие. Все в целом усовершенствуется, также и оснащение аварийно-спасательного инструмента, все с каждым годом, так сказать, полностью усовершенствуется. А вот как часто у вас организовано, может быть, учения проходят, да, как вы часто совершенствуете навыки свои? Учения у нас, как правило, проходят, это получается при подготовке к весеннему половодью, также и тут же отрабатываем часть, это тушение лесных пожаров, то, что предстоит нам, например, на весенне-летний период, полная отработка всех вот этих. И потом уже все разъезжаемся по командировкам и, как можно сказать, так несем уже непосредственно службу там. Это вот. А вот какие особенности, да, вот у работы спасателей МЧС именно у нас в республике, да? Допустим, вот весенние паводы, какие особенности именно весной? Один, наверное, из самых таких главных особенностей, это, во-первых, то, что размеры республики нашей, она не совсем маленькая. У нас вот бывало, ребята приезжали, например, с Хабаровского края, они вот просто, например, себе представить не были, как можно по республике, допустим, 2 часа лететь. То есть вы понимаете масштаб. То есть у них как, Хабаровский край, и вот, например, наша республика, насколько она велика. То есть это вы еще едете, грубо говоря, не с севера на юг, а где-то здесь по территории, грубо говоря, передвигаетесь на том же самом самолете. Наверное, одна из самых таких вот как раз-таки особенностей — это вот масштабы нашей республики, также не густо, населенность наших районов получается, так же, как при пропаже людей, то есть очень тяжело проводить поиски, когда человек, например, не предупреждал заведомо своих родственников, друзей, по какому маршруту он будет выходить, когда конкретно будет выходить на связь, и вот тут вот уже и начинаются такие, так сказать, первые проблемы, с которыми мы сталкиваемся по приезду на место. А что касается зимы, зимой какие особенности можете отметить? Зимой такие особенности, как, и всем нам, якутянам, известно, то, что у нас очень отрицательная температура, да, то есть где-то техника, соответственно, может, да, если вас подвела от того, что, очень экстремальные, так скажем, да, уже у нас там морозы, и, соответственно, приходится под данные ситуации уже как-то самим подстраиваться, обустраивать свой быт и так далее. Вот спасатели из других субъектов, да, страны делятся между собой вот своими наработками, да, каким-то опытом, каким-то, может быть, новыми методами работы. Вот, может быть, проводятся какие-то межрегиональные соревнования, профессиональные учебные сборы, где можете пообщаться друг с другом. Да, профессиональные учебные сборы у нас проводятся. Также непосредственно, когда ты уедешь повышать свою профессиональную квалификацию, то есть спасатель, просто на спасателя учится 3-й, 2-й, 1-й класс,
соответственно, по ступеням это надо все проходить. И там в ходе, вот, грубо говоря, учебы, все мы как бы, ну, стараются, спасатели, в общем, и сами по себе коллектив очень дружный. Все в любом случае обмениваются какой-то информацией. То есть решение задач, задача, точнее, она может быть совершенно одинаковые между собой, да, задачи, а решение их, как бы, это уже совсем, ну, другие, как бы, тонкости. Потому что, ну, кто-то у нас отрабатывает, например, там, в горах, способы те же самые, а метод, ну, немного, как бы, совсем другой идет. Это все уже зависит непосредственно от окружающей среды, где тебе приходится выполнять непосредственно задачу. А вот как можно стать профессиональным спасателем? Для этого сейчас нужно получать какое-то образование, или можно идти сразу в министерство, потом проходить какую-то учебу. Вот что нужно для того, чтобы стать спасателем Ну, сегодня? для этого необходимо, как сказать, это, наверное, само желание и представление о работе, да, спасателя, потому что это, во-первых, это связано с командировки, готовы ли вы в первую очередь выезжать куда-то за пределы, получается, города, и периодичность их может быть, поскольку ты, например, не находишься в отпуске, как бы, да, из зоны ЧС в зону ЧС ты, получается, следуешь и отрабатываешь. Это первое понимание, наверное, отчет себе отдавать о том, ну, что тебе предстоит с этой работой. Ну и, соответственно, как и, наверное, у других, ну, так сказать, спецслужб, да, это, наверное, крепкое здоровье, соответственно, физически, ну, должен быть человек развитый. И все, и дальше он поступает, уже отправляет его в Хабаровск, там находится учебный центр в городе Хабаровске, где он уже проходит первоначальную подготовку и с присвоением классности спасатель. Ну, вот, кстати, наверное, будет интересно, как вы стали спасателем, Алексей Александрович, как вы пришли в МЧС, с чего все началось, ну и что вас, может быть, больше всего привлекло в этой работе? Ну, у меня началось это все довольно-таки, можно сказать, давно, еще со школы. То есть на базе школы был открыт класс, можно так сказать, да, военно-патриотический. И тогда вот мой классный руководитель Неустроев Андрей Николаевич, ну, вот, создал этот класс. И мы выезжали, получается, вначале у нас были городские соревнования, республиканские, выезжали на дальневосточные российские соревнования именно по спасательному спорту. Тренировал нас тогда, вот когда вот я учился в школе, вот произошло мое знакомство, это заслуженным спасателем России Золкиным Евгением Игоревичем. И, так сказать, вот можно, так сказать, и под его началом вот и начался мой путь как бы в МЧС. И для меня тогда уже не стало выбора какого-то, раздумий по поводу своей дальнейшей работы. Как бы если я тогда еще в детстве поставил цель, то что я обязательно хочу, ну, как бы связать себя с профессией спасателя. Чему, в принципе, еще ни разу не жалел об этом. Ну, то есть вы после школы, можно сказать, сразу пошли Да, работать? после школы, да, как бы поступил в институт, потом призвали в армию, соответственно, ну, И после армии, простая процедура, да, дальше, после армии, да, я уже понял, как бы, зачем мне учиться, как бы, да, сидеть, если я уже, в принципе, могу работать самостоятельно. Вот смотрите, вы входите в отряд арктический, да? То есть в чем его особенности, где вы базируетесь? Ну и, наверное, у вас какие-то особенные тренировки проходят для работы в Арктике. Да, для работы в Арктике, получается, это непосредственно даже и здесь, на территории республики у нас проходит учения, там в таких городах, как Тикси, поселок городского типа Тикси проходит. На Верхояне у нас проходили, получается, учения. Также ездили на район Крайнего Севера в экспедиции, получается, отрабатывали. И также у нас есть, так сказать, обучает тебя по, ну, как сказать правильно, не профессии, а вот арктическая подготовка. Она у нас, получается, да, проходит на Байкале. То есть, почему, наверное, там проходит, там не сказать то, что такая, как сказать, температура, да, у нас, как у нас отрицательная. Ну, во-первых, тоже масштабы ее позволяют, да. То есть там можно и где-то и водную, горную подготовку тут же на лыжах как бы проходить. Похожий ландшафт местами, да? Ландшафт, да, местами похож, температура меньше, но, опять же, это чтобы и в учебе немного хотя бы у тебя понимание было. А то если людей из других регионов присылать к нам как в минус 50, они тут просто от мороза уже самого с ума сойдут, можно так сказать. Конечно, конечно. Ну вот, а с чем приходится сталкиваться в Арктике? С какими чрезвычайными ситуациями, происшествиями? Может быть, что-то вспомните из последнего? По каким причинам приходилось вылетать, ехать, например, в арктические районы у нас? Случаев довольно-таки, ну вот, в первую очередно, что мы в арктическую зону, получается, ну, въезд у нас, это именно весеннее половодье, то есть на реку Колыма обеспечение Безопасного обеспечение безопасности паводковых вод. Также у нас, получается, ну, вылетали мы искать это рыбаки, по-моему, там, ну, потерялись где-то это в районе, да, очень моря. такие распространенные истории. Распространенные, когда да, рыбаки истории, как бы, потеряются. да. То есть выезжаете в Арктике, ищете. А вот какие особенности вот поиска в Арктике?
Какие методики используете, может быть, именно для арктической зоны, характерные для нашей? Характерно для арктической зоны это, во-первых, ну, наверное, ландшафт для тебя будет казаться везде практически одинаковым, потому что это бескрайние, Ну, так как сказать, тундра, степи как тундра, бескрайние, да, они, в принципе, особо-то и не меняются. да, особо не Растительность меняется. везде И вот одинаковая, тут, все да, однотипное, как раз да? таки уже вот и за счет, вот, как говорится, уже и века цифровых технологий, как бы использовать GPS, как бы ориентирование элементарного, как бы, все это, ну, как бы более проще происходит. Ну и плюс у нас есть воздушные суда Ми-8, получается, которые нас доставляют туда, и необходимо, если мы с ними делаем облет уже. Мгм. Ну, по работе проделанной понятно, что планируете дальше. Конечно, может быть, все и не стоит говорить, но вот для вас что лично, какие планы у вас в дальнейшем развитии профессии? Может быть, что-то хотели освоить в будущем для себя лично? Ну, так, лично вот, например, про себя скажу, как бы, я сам водолаз, получается, профессии, и непосредственно, как бы, имею там, ну, повышение разрядов, получается, водолазных классов. Заинтересуюсь моя, например, в альпинистской подготовке, как бы, регулярно изучаю новые виды снаряжения альпинистского, как бы, но это все необходимо мне, как бы, для дальнейшего, ну, как сказать, развития именно самого себя. Мгм. Вот, кстати, спасатели подготовке. МЧС, да, какие вот базовые навыки необходимо знать, да, наверное, есть погружение водолазов, есть скалолазание, вот какие еще тренировки у вас проходят? А также у нас тренировки, получается, водные тренировки, это, получается, на водно-моторной технике, грубо говоря, маневрируем там, так сказать, на водах, чтобы для опыта так, спасателей. Также у нас есть сплавы по горным рекам, то есть, соответственно, тоже это все для опыта людей. Те же самые, почему и это, наверное, все эти дисциплины и пришли как раз-таки вот от образования, вот когда были туристы, как раз-таки чем люди и занимались всю жизнь. Ну и в профессиональный праздник, Алексей Александрович, что вы хотели пожелать своим коллегам? Самое главное, своим коллегам хотел бы пожелать это крепкого здоровья, без которого, так сказать, поставленные перед нами задачи мы не сможем просто выполнять без крепкого здоровья. И саморазвитие, именно развитие как профессионала, человека, как спасателя своего, и ценить, и любить свое дело. Что ж, Алексей Александрович, мы, пользуясь случаем, тоже поздравляем вас с праздником, желаем, конечно же, крепкого здоровья, ну и дальнейшей успешной работы на благо жителей нашей республики. Ну и поменьше, конечно же, чрезвычайных ситуаций. Все, спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.